Добрый день, мы в ресторане абхазской и вообще кавказской кухни Ачи-Чачи. Мы пришли сюда, чтобы шеф-повар Ачи-Чачи Эко-Джики показал нам, как делать настоящую абхазскую аджику. Аджику, которая специи, а не соус или даже овощная икра. Аджика – это базовая приправа к определенным блюдам, к мясу. Ну и, Это знаю, не соус. Нет, это не соус. Это прям нет. что-то, что нужно немножко Да, совсем. это жгучее, острое, соленое. Для аджики нам понадобится сухой перчик. Именно сухой, не свежий. Именно сухой. Во-первых, он будет больше уже жгучий, и хранить его можно будет довольно дольше. И меньше жидкости будет. Да, соль крупная, кинза. Ну, кориандр. Кориандр, да, кинза, кориандр. Можно хмели сунели, уц сунели. Ну, на данный момент у меня есть, мы ее все помололи, а так туда идут такие зерна. Ага. Почему покупаем зерна? Чтобы не было, знаете, иногда мешают, там добавляют разные лишние приправы, и оно будет влиять на вкусовые качества аджики, да. Чеснок. Самый основной ингредиент. И все. Самое основное, даже Ну и перец, нет, перец и чеснок. Без чеснока она будет пресная, невкусная, будет просто соль и перчик. Для его приготовления нам сейчас понадобится этот перчик положить в емкость и залить горячей водой, кипятком. И она у нас должна настояться часа 2-3, чтобы она у нас смягчилась. Да-да-да. А эти ингредиенты очищаем и молим. Обязательно должны быть молотые, потому что потом это все мы будем с вами прокручивать в мясорубке и все перемешивать. По отдельности перемалывать. Да, по отдельности перемалываем, потому что пропорция идет такая, допустим, кинзы идет на кориандра, идет намного меньше. Если хмели сунули 1 стакан, Стакан? да, 1 стакан, то кориандра берем 1/3 часть, потому что она быстро сгорчит. Вот мы помололи кориандр, он у нас готов. Его тоже надо будет, наверное, заранее замачивать, чтобы он хорошо у нас чистился. Ну, замачивают нет, не обязательно, но чтобы он чистился и руки не горели там и все такое. Некоторые добавляют, я знаю, в аджику орехи. Это нормально? Нет. Ненормально. Ну, это уже у каждого свои. Например, еще добавляют зелень. Вот у нас есть такое блюдо лобио, фасоль красная, вот ее варят с зеленью, со специями, и иногда в домашних условиях мы готовим аджику. Вот все вот эти ингредиенты еще добавляют зелень, кинзу, лук-порей, сельдерей, чуть-чуть петрушку, чуть-чуть укроп, ну, разные зелени добавляют, и она такая зеленая получается. Начинаем обрабатывать перчик. Мы его с вами не мыли, ничего, но мы его подержали в кипятке. Естественно, он у нас промылся. Сейчас я с вами ножничками буду обрезать вот в таком виде. И буду стряхивать вот этот перчик. Семена обязательно. Нет, семена нам не нужны. Значит, совсем жгучий будет. Нет, не жгучий, он не годится, он у нас не промолится и будет невкусная аджичка. Да, вот, обязательно можно так ее порезать, не имеет значения. Вот, без перчаток ни в коем случае, даже в домашних условиях, перец не держать, будут очень сильно гореть руки. Итак, вот мы весь перчик с вами освобождаем от семян. Так ее у нас готовят в Абхазии. Сколько же, в каких объемах ее готовят на зиму? Ну, на зиму не готовят, они имеют сухой перчик, он у них висит. То есть по мере необходимости. Конечно, он всегда должен быть свежий. Ну, сколько можно? Ну, месяц неделю, можно. да, месяц. Да, месяц ее готовят до килограмма там и хранят ее в холодильнике. Там есть такие, знаете, погреба, там держат, где прохладно. Ну, естественно, в тепле нежелательно держать на чеснок и перец из-за того, что он замочен, он, естественно, прокиснет у вас. Любим тоже на хлеб намазать помидором, очень вкусно. В смысле, хлеб, сверху помидоры, Да, сверху аджика? да, даже можно масло намазать, тоже в детстве, помню, мы все ели. Хлеб, масло и аджика. Да, очень вкусно, попробуйте. Я, например, перцы не очень люблю, так в чистом виде есть, да, вот красный, зеленый. Но аджику я ем с удовольствием. Хороший молочный сулугуни, помидор, лаваш или хлеб, вот только из печи, когда достают поесть, попробуйте, очень вкусно. Я уже как будто поел. Да, сейчас с вами мы
вот это все прокручивается. Ага. Для этого нам понадобится два вида сеточки. Два вида это сеточки. одна средняя, есть еще крупная, она нам не нужна. Средняя и потом мелкая. Аджику будем прокрутить в конце, когда я перемешаю все ингредиенты. Два раза надо прокрутить. Да, 2 раза обязательно аджику надо прокрутить. Чисто не бабушка. Нормально, подумай. Давайте чеснок снимаем, да? Да, и да, потом... Вот, сейчас мы сюда добавим с вами соль. Начинаем все перемешивать. Видите, она уже у нас полегче пошла. Так, давайте попробуем. Может соль, может чеснок. Да? Ну, то, что она сейчас солененькая и перченая, да, с вами? Класс. Огонь. Красота. Вообще аджика, если здоровый желудок, она очень полезна. Перец содержит очень много витаминов. Чеснок полезен для повышения иммунитета. Ну, конечно, не в больших количествах его есть. Пробуйте. Ну, вы как попробуйте. На какой-нибудь на кусочек его ломтаете. Да, я сейчас вам сделаю. Вот она, настоящая абхазская аджика. Как она выглядит. Ах, ароматная. Ох и жгучая, я думаю. В шоке. Все вот так вот. Все во рту разогревается так. Мне нравится то, что она прям совсем свежая-свежая. Я не болел, да, но я перестал болеть. Ой, как здорово. Аджика с помидором. Не, помидор с аджикой. Ну. Это, с аджикой помидор это очень вкусно. Я не знал. С помидором, я же вам говорю, молочным соусом. Вот у меня один. И Ты даже не Молочный представляешь, сулугуни Игорь, с аджикой, молочный сулугуни, наверное, вообще бомба. насколько это вкусно с помидором. вот сыром молочным и помидором попробуйте. Класс. Даже можно салат заправлять аджикой. Да. Все можно. Я теперь только так и буду есть помидоры. Снимаю. Или так. Помидор с аджикой, хлеб с молочным сулугуни. Ваше здоровье. Мы были в ресторане Ачи-Чача, готовили настоящую абхазскую аджику с шеф-поваром Экаджикей. Вот это. Пока-пока. Это очень вкусно. Угу.